Пожалуй, самым загадочным и даже мистическим считается путешествие по реке Унье. Этот путь хранит в себе истоки духовного опыта, помогает осознать себя неотъемлемой частью мироздания. Это нелегкий, но истинный путь к себе. Река Унья – левый приток Печоры и первый из основных притоков этой реки. Длина Уньи 163 километра. Она начинается на западном склоне Северного Урала, а ее устье находится у деревни Усть-Унья Троицко-Печорского района. Добраться до Усть-Уньи можно по направлению к лесному поселку Комсомольску на Печоре. Для поездки по берегам Уньи всем путешественникам обязательно предоставляется сопровождение, надежный автотранспорт, а затем моторная лодка и опытный гид-проводник из специально обученных местных жителей. Такой будет встречать и нас. Сама дорога к Унье интересна тем, что уже на первых километрах ее пересекают лесные обитатели. Зайцы, перебегающие дорогу, здесь обычное явление. Для водителей они вовсе не забава. От колес автомобиля не должен пострадать ни один длинноухий. Комсомольск на Печоре – уютный поселок лесозаготовителей. Несмотря на все сложности местного жития, люди не стремятся покинуть малую родину и отказываются менять нетронутую природу на благо цивилизации. В Комсомольске на Печоре находится переправа к дороге до Усть-Уньи. Следует отметить, что после Комсомольска на Печоре не будет сотовой связи и интернета. Здесь это не кажется неудобством. Наоборот, отсутствие связи – редкая возможность полностью отвлечься от ежедневных забот. Вскоре останутся только река, тайга и первые еще невысокие скалы – предгорья Урала. Счастливой дороги! Вас ждет Александр Александрович Бачков, глава сельского поселения Комсомольск на Печоре. По совместительству родной брат и брат-близнец Николая Александровича, нашего моториста. Не ошибетесь. От Комсомольска на Печоре до Усть-Уньи 90 километров. Дорога занимает около 2 часов. По пути начинает попадаться более крупная дичь, к примеру, глухари. Их множество в этих лесах. Деревня Усть-Унья. Здесь заканчивается дорога. Дальше передвигаться можно только на лодке. Нас встречает проводник, руководитель администрации сельского поселения Комсомольск на Печоре Александр Бачков. Населенные пункты, расположенные по Унье, находятся в его подчинении. Последние несколько лет он еще и сопровождает группы туристов. Усть-Унья возникла в первой половине XIX века. Сегодня здесь зарегистрированы 52 жителя. Это деревня охотников и рыбаков. Здесь Унья впадает в Печору. Она течет на запад и юго-запад, затем поворачивает на север. Почти на всем протяжении река течет в скалистых, местами обрывистых берегах, поросших лесом. Эта река не просто богата рыбой, в нее заходит на нерест семга. Русло реки извилистое, с каменистыми перекатами и порогами. Поэтому местные жители передвигаются на самодельных деревянных лодках, узких и длинных. Только такие могут идти против сильного течения. Эти лодки режут воду словно нож. Маршрут ведет на юг, к следующей деревне – Светлый Родник. От Усть-Уньи до нее 20 километров абсолютного безлюдья. В мае над Уньей чувствуется аромат цветущей черемухи. Этим кустарником заросли берега реки, и лодка медленно и степенно погружается в густой и стойкий запах. Берега реки – царство лесных животных. Вездесущие зайцы не пугаются звуков моторной лодки, а вот дикие утки, которые то и дело попадаются на пути, взлетают, едва заслышав мотор. Раз. Деревня называется красивая. Светлый Родник. Вот здесь родник впадает
Зимой не замерзает, а летом нельзя водички попить, холодной. Зимой не замерзает. Да, почти. Сильные морозы только. Деревня Светлый Родник – первая после Усть-Уньи. Название деревня получила от протекающего поблизости ручья. Вода в нем очень прозрачная, потому кажется светлой. В Светлом Роднике 7 домов и 1 семья, 3 человека. Еще одна обитательница деревни – единственная здесь корова Марта. В деревне работает спутниковый таксофон. Дважды в месяц приплывает почтовая лодка. Всем необходимым родниковцы запасаются впрок, а также ведут натуральное хозяйство. Выращивают картошку и овощи. В Унье ловится хариус, щука, плотва, налим и семга. Леса богаты дикоросами и дичью, но охота здесь местными жителями не приветствуется. На лето из города Ухты сюда приезжают супруги Лызловы. У Ивана Ивановича здесь родовой дом. Родник Лызлова покидают только на период сильных морозов. Валентина Ивановна работала учителем в школе, а после того, как переехала в Светлый Родник, неожиданно открыла в себе поэтический талант, занялась рукоделием, а теперь ей еще и захотелось рисовать. Куда ни глянь, кругом шумит тайга, стремятся к небесам ее края. Как к матушке, к Печорским берегам торопится красавица Унья. Растаял в дымке голубой увал, разлегся вольно, будто великан. Здесь начинается седой Урал, отроги гор видны издалека. Пускай суровая эта красота, и нет экзотики особой в ней, но мы влюбились в север неспроста. Он во 100 крат другой земли милей. Лызлова уверена, что красоты Уньи очищают душу и раскрывают ее затаенные богатства. Неизвестно, с какими духовными дарами вернешься с Уньи, но обязательно вернешься немного другим, лучше. У Светлого Родника начинаются первые признаки предгорья Урала – известковые скалы. Эти пока безымянные. До настоящих гор от них еще 70 километров. Дорогу к скалам пересекает ручей, который называют Сухая речка. Сухая, потому что полностью пересыхает в разгар лета. А сейчас весной воду из нее можно пить. Это талая вода с ледников. Она не имеет никакого постороннего вкуса и запаха. Напиться этой водой непросто. Она чистая настолько, что напоминает дистиллированную. Такая вода считается еще и полезной для здоровья. Местные жители от души смеются над туристами, которые привозят бутылки с минералкой из магазина. Лучше взять с собой флягу и наполнить ее здесь. Сам Светлый Родник находится немного дальше. Весной на его берегах разворачиваются листья папоротника и напоминают зеленых морских коньков. 40-метровой высоты открывается один из красивейших видов на Унью. Здесь заканчиваются верхушки елей и начинается небо. Но все это, конечно, лучше увидеть своими глазами.